Раскинет ночь свои огни над белой пеленой тумана. Лишь ночь простит мои грехи, людей убитых по приказу. Прощай, Афган, кровавым сном и горы незажитых ран. Афганистан, Афганистан собрал друзей печальных ран. Афганистан, Афганистан, домой уходит наш караван. Прощай, Афган, Афганистан, не видеть мне твоих песков. Афганистан, Афганистан, домой уходит наш караван. Прощай, Афган, Афганистан. Прошло 27 лет, но память жива, она вечна. Память о тех, кто погиб в Афганистане, для нас священна. Мы скорбим и по тем ветеранам, которые умерли в мирное послевоенное время. И сегодня, наверное, хочу сказать слова благодарности в адрес исполнительного комитета, поблагодарить примаров населенных пунктов за ту моральную и материальную поддержку, которую они оказывают родителям, чьи сыновья не вернулись с афганской войны. Исполнительный комитет Гагаузии начал тесное сотрудничество с Союзом афганцев в Гагаузии. Мы проводили уже несколько встреч, мы одновременно подключились в то, чтобы проводить мероприятия, поддерживающие память о тех событиях, продвигающие историю для нашего молодого поколения, чтобы они знали, чтобы они поняли. Я знаю, что Союз афганцев достаточно активно участвует во всех мероприятиях, более того, практически во всех школах, в которых учились погибшие ребята, установлены памятные доски. В большинстве из этих школ проходят памятные мероприятия по случаю вывода войск из Афганистана. Я уверен, что Гагаузия и впредь навсегда в Гагаузии эта дата останется исторической памятью. И мы будем помнить всегда. И будем думать о тех, которых нету сегодня рядом с нами. Я уверен, что нашей молодежи есть с кого взять пример. И наша молодежь, где бы она ни оказалась, достойно также себя поведет. То, что каждый год 15 февраля мы собираемся около памятников афганцам, это не случайность. Это означает то, что мы помним о тех, которых сегодня рядом с нами нету. Вы сегодня являетесь добрым примером для сегодняшней молодежи, как нужно любить свою землю, свой народ, свою родину, как нужно помнить и чтить своих героев. Где-то в стороне послышался стрекот вертушек. Гул нарастал. Скалы гудели от огня, и мне подумалось, что духи не раз вспоминают своего Аллаха. Минут через 20 обстрел закончился. Вдруг мне послышалось, что кто-то застонал. Игорь лежал, неудобно подвернув под себя руку. Жизнь его висела на волоске. Я тоже был ранен, но взвалил его на себя и пополз. 5 минут пыхтения, а продвинулся всего на 1 метр. Игорь застонал. Подожди, хочу попросить тебя об одном деле. Он прерывисто задышал, глотая открытым ртом воздух. В Свердловском пединституте на 3-м курсе филфака учится Аня. Я люблю ее, но она не знает об этом. Но ты ей передай это. И еще, зайди к матери, когда вернешься в Союз. Он вошел в запотевший прицел. Пуля сонного камня вспорхнула и растаяла в небе Кабула, и висок у него побелел. Материнский охрипший беззвучный вой
зал прощальный красный шел. Этот мальчик погиб, выполняя свой интернациональный долг. 883 человека. Пропало без вести 330. Раненых 49 985 человек.